Всем привет! В общем, сегодня я у реки. Иду к лодке. Сейчас буду переходить речку. У меня как бы за спиной рюкзак, ведро. Хочу немножко набрать черники. Немного, хотя бы пару литров. Потому что здесь уже целый месяц собирают ягоды. Мало что, наверное, осталось. Но все равно поковыряемся, поищем. Что найдем, все наше. Если будет, еще по пути буду собрать грибы. Ночью был дождь, даже очень большой. А, нет, скажу вам, песок уже почти высох. Но с вечера такой дождик пошел, и думал, всю ночь шел. Да непонятно, что было ночью, я спал. Вот такие дела. Ладно, сейчас перейдем речку, и там видно будем. Видно будет. Включусь. Лодка у меня вот тут она лежит. У меня выше на острове была. Сейчас перегнал сюда, потому что мне сейчас больше походов, думаю, будет. Пока, ну, в эти дни, возможно, пока не будем копать картошку. Сильнейший северный ветер на улице. Вот. Ну, сейчас спущу и перейдем. Там уже, вон, смотрите, лодки стоят. Это уже грибники, ягодники. В лесу давно. Надеюсь, дождя не будет. Заметил такую картину, ребят. Здесь вода зашла. И смотрите. Две таких удара лодка получила. Одна с пробоиной. Это... Не знаю, на кого грешить. У меня лодка на берегу лежала все лето. Играют, прыгают, скачут. Может, назло делают. Ну вот видно, что микротрещина там. Переверну. На берегу там посмотрю, чем это ударили. Уже крепко видно, что получила лодка. Вот. Ну, понятное дело, это, наверное, дети. Потому что если взрослый человек захочет западло сделать, он проткнет насквозь мощно. Потому что были примеры у одного знакомого, здесь лодку там насквозь прям с чем-то вот колющим, ну, острым били по лодке и насквозь пробили там пробоины несколько штук. Так что всякое можно ожидать, люди разные. Смотрите, какая природа сейчас меняется каждым разом. Листвы больше. Хотел на мотовелосипеде сегодня, но сегодня нет. Потому что я поздно выехал, вышел, то есть. С утра дела были. А если на мотовелосипеде, как-нибудь другой раз. Хотя мой мотовелосипед подготовленный к походам. Ох, какое ветрище. Листвы столько, блин. Мама, не горюй. Как настоящая осень. Все, зашел в лес. Вот боровики. Вы даже не представляете, какая вонь сейчас в тайге. На улице потеплело. Гриб гниет очень сильно. И приемки нету. Люди просто перестали уже собирать их. Ну и выход тоже, в принципе, приостановилась. Но все равно маховики там кругом лежат, стоят, то есть. Для соления можно вот здесь даже собрать. Вот они. Вот. Пожалуйста, не надо далеко ходить. Вон маховики. Мелкие и крупные. Мелкие, наверное, буду собирать. Пожарим. Вот такие маленькие. Пособираю, пакет взял. Постоянно спрашивают, почему не в корзину, там еще. Ну, нам пакет намного удобнее собирать, чем корзины таскать там.
громоздкие такие. Если не нашел пакет в рюкзаке, там 5 грамм весит, а корзина целых 1,5. Вот маховики старые. Хороший. Хороший, между прочим. Красноголовик. Крупный и хороший. Все. Идем дальше. Брусника. Сейчас у нас бруснику только собирают, принимают. Ну вот черничное поле уже. В принципе 100 метров от окраины. Дорогой вот заходишь и сразу грибы есть, ягоды любой вид. А сегодня у меня цель собрать хотя бы пару литров черники. Много не надо. Вот маховики. Крупные я не смотрю. Сейчас глянем чернику. Да, ребят. Здесь не один десяток людей уже прошло. Собирали тщательно. Прямо офигеть. Остатки есть, но это для меня как бы даже и не хочется начинать собирать такое. Мелкие участки остались. Основное все уже собрано. Короче, на этих полянах рожки до ножки. Брусника местами есть. И даже сейчас попробовал, они даже и уже вкусные. Вон, не белобокие. Остановился, ребят, показать вам вот эту красоту. 2 штуки нашел. Вот. До этого еще один крупный нашел. Вон еще маховик. Вот брусника. Здесь уже как бы он ниже, в тени. И чуть-чуть бледноватые. Вот сейчас я пойду дальше. Маховик хороший тоже. Как будто на глаз есть. Вот. Но вот начнешь собирать, блин. Одно расстройство. Вот я набрал вот. Не знаю, видно, не видно. Машина за машиной. Он один уже спустился. Жигуленок даже. Черный Жигули. Чей это? 15-й. Сейчас трактор проехал. Движуха на дорогах. Мама, не горюй. Сейчас сезон, вот и все отрываются в тайгу. Дернули. Сейчас охота еще откроется на боровую птицу. Ну, нормальный охотник, конечно, сейчас не побежит сразу вот с открытием. Как бы за боровой птицей. Она вообще маленькая такая еще. До 15-го, думаю, не стоит даже их трогать. После 15-го посмотрим. Вот это чисто лично мое мнение, не знаю. Некоторым говори, не говори, все равно пойдут, побегут. Так, ладно, идем дальше. В общем, сейчас пойду по ягоде на другой участок. Заодно грибы пособираю, если ягод не найду, хоть грибы будут. Брусника, вот сейчас здесь как будто брусники много. Пойдешь за брусникой, бруснику не найдешь. Ну тут видно, что еще не собирали в перемешку с черникой. Да. Черника точно остатки. Было. Все уже. Опоздал Олег тут. Вот везде грибы. Видите? Вот гриб, вот. И дальше. Сейчас этот проверю. Бывают такие даже хорошие. Сердцевину уберем, вот где ножки. Ножка гнилая. Вот поэтому, ребят, я и не беру. Заколебали уже писать, что ножку оставляю. Ножка не труха.
Там вообще жуть, что творится. Долбят одно и то же, пишут. Ну. Проверен. Он белый гриб. Вот. Ладно. Тут делать нечего. Газ куда вообще? Другой участок. На другой участок. Совсем другое поле. Я тут не один. Вон там грибник. Вернее, грибница там. Собирает грибы. Вот. Я думал, Николай там бродит. Рюкзак такой же огромный. Там женщина. Но я узнал ее. Знакомая. Недалеко от нас живет. Между прочим, видно, что любит собирать грибы тоже частенько. Я здесь вижу ее. Одна ходит. Смелая. Для соления, я думаю, я собираю, потому что, как сказать, очень много там набрала уже. Сейчас один белый гриб нашел, не крупный. Ну вот тут везде черничные поля. Это уже другое место я перешел. Что-то у меня даже и литр сегодня не могу набрать. Очень сложно. Очень сложно. Тут вот вроде бы похоже, что немножко есть. В общем, поковыряюсь тут. Ну, тут более-менее, ребят, есть черника. И пока больше этого искать не стану. Лучше потихоньку тут поковыряюсь. Вот так, потихоньку. Ну, одной рукой это просто, в принципе, вам чисто показываю. Двумя руками это все дело делается. Так. Помаленьку, потихоньку. А те комментарии, которые выскакивают, что я лежу на боку, люди собирают. Да хоть с крыши срут, мне как-то по барабану, ребят, кто что делает. Я живу все своей жизнью, и мне все равно. Собирают там, сдают по 10 тысяч в день. Это их дело. Понимаете? Зачем мне вот такое писать? Ерунду такую. Я вот тоже сегодня собираю. Не на сдачу. Для себя. Я этими ягодами не был и никогда не буду миллионером. И что то, что вот зарабатывают, пусть зарабатывают. Я, как умею, тоже зарабатываю. Живу своей жизнью. Это ягоды мы раньше тоже собрали. Когда трудные года были, так скажем. Ну и цель была на что-то. Вот. Это нелегкий труд. Те, кто зарабатывает эти деньги, тоже у них пойдут в основном. Ну, купят что-нибудь. Столько здоровья потеряют. И такую работу могут делать те люди, у кого крепкий позвоночник. Просто вот каждый день попробуйте. Пособирайте. Потом уже пишите. Вот. Мне вот захотелось черники, я сегодня пошел. Если будет ягоды очень-очень-очень-очень-очень много, другое дело. Может, для сдачи и тоже пойду. То, что вот люди ездят, собирают, как бы на технике вроде и много собирают, а потом траты на эти, как сказать, ремонты и последствия здоровья. Это никуда не уйдет. То, что вот напряжение идет от всего этого.
У кого-то начинаются перебои с давлениями, у кого-то поясница, у кого-то еще суставы. Пусть собирают. Пусть. Вот. А вон там еще одна женщина или мужчина. Там, короче, вдвоем. А, две женщины там. Я думал, там одна только. Ну, почти один комбайн. Наконец-то набрал. На первой избе проблем с черникой нету. Как бы там места знаю, и людей меньше ходят там. Здесь-то вон под каждым деревом человек собирает. От сбора ягод человек должен получать удовольствие, а не бежать там. И вот надо сегодня еще собрать там, как сказать, сдать побольше денег. Деньги хорошо, но у кого какая возможность, силы и здоровья. Вот так вот. Ладно, сейчас я это надо высыпать, высыпать или как там, ведро. Новый рюкзак, между прочим, от подписчика. Все, начал пользоваться. Старый рюкзак у меня оставил на первой избе. А это уже от подписчика. Надеюсь, смотрите ваш рюкзак. В этом сезоне будем надеяться, что, как сказать, удачная охота с этим рюкзаком будет. На рябчиков, на глухарей. Чуть-чуть лямку, может, я переделаю. Как будто недостаточно. Надо удлинить немножко. Посмотрим. Этот антикомарин тоже от подписчика. Вот. Уважают меня подписчики. Спасибо вам. Это остатки я взял, но пока не пригодилось. Спасибо вам, кто ценит мои фильмы, мои походы и все остальное. Хейтеров буду банить жестко. Мне они не нужны. Не нужны ваши комментарии. Нафиг не нужны. Ничего от вас не надо. И я буду от вас избавляться. Кто будет еще, как сказать, про промысел что-то там писать. Какой я промысловик, это не ваше дело. Раз не видите, кроме двух рябчиков и бич-пакета. Вам не место на моем канале. Вы слепы. Не хотите видеть, что показываю. Вон еще мотоцикл. Потерялся. Мелькнул и потерялся. Вроде двое сидят там. Водители, пассажиры еще один. Ну, в принципе, тут можно поковыряться. Постепенно, потихоньку. Ребят, пособираю тут. Вот это я начал болтать. Так, ладно. Тут хорошее место. Видно, что уже топтались, собирали, но, видать, мне еще немножко оставили. Хоть пару литров. Нашел поляну. Блядь, смотрите, как виноград. Смотрите они. Какие здоровые. Вот спалец. Очень крупные. Вот. Если сравнить 28-й калибр. Пуля. Вот это да. Она так себе. Видно, здесь люди не собирали. Неудобно, наверное, собирать. Немножко в траве. А я не спеша тут поковыряюсь, ребят. Я здесь точно немножко даже пол-ведра точно наберу. Вот они. Крупные. Когда крупные собираешь, это как даже как клюква с размером. Когда крупные собираешь, он быстро набирается. Ну так, смотришь участками, не крупными участками нахожу.
Рюкзак там лежал, а здесь поближе поставил для ориентира. И потихоньку, помаленьку. Прошлый раз я собирал, тоже мы сушили и варенье сделали. Эта черника сегодняшняя тоже пойдет на сушку, думаю, и может даже и заморозим. Вот. Вот такая заготовка. Сушеная черника очень вкусная и полезна. Так что сушите, не ленитесь. Лекарственно она становится. Даже от диареи помогает. Вот. Ну и если вот зимой захочется просто вот вместо семечки так жевать вещи. Чуть больше половины ведра. Ну, грубо говоря, 3 литра, наверное, будет. Первый перекур. Сегодня у нас сладкий чай. Обычно я кофе с молоком беру. Сегодня быстро-быстро собрался там. Даже не скипятил, там в чайник остатки были. Был такой теплая вода. Как будто сучок сломался. Ой, блин. Не знаю, показалось. Или от ветра, или где-то грибник. Здесь поблизости поковырялся. Вроде есть, но сейчас пойду на другое место. Или еще один комбайн здесь еще вот в этом углу пособираю. Ну так, остатки. Остатки сладко остались. Чай так себе. Тепленький. Вот. Ну, такая красота, ребята. Собираю дальше. К конечной цели дошел. Надежда была здесь пособирать ягоды. Но здесь просто, ребят, такой майдан. Ни одного кустика живого не осталось. Просто кругом следы. И все здесь собирали. Короче, разворачиваюсь еще в одно место. Посмотрю там. И все. Вот смотрите. Прям все пусто. Хотя тут именно черничное поле. Вот тут. Все собрали и давно уже тю-тю отсюда люди. Ничего тут не осталось. Здесь остановился, думал, тут началось. А здесь только вот остатки. Вот такие дела, ребят. Ну, больше половины набрал. Надежды мало, но еще в одно место схожу и все. Вон там видно, ягоды собирают. Ну, те женщины, которые я вот в начале фильма там показывал. Тут ягод, ребят, нету. Именно черники. Еще по пути попадаются вот такие подосиновик. Вот такой белый гриб нашел. Хороший. Между прочим, этот вообще мягкий. Вот. Ну тут видно, вот ягоды вроде торчат как-то. Вообще пустой. Никак не набирается ведро. Думаю, уже пора заканчивать. Пора заканчивать, ребята. Надоело. И ограничитель на спине тоже говорит о том, что заканчивай, Олег. Все, хватит. Тут еще гляну немножко. И уже будем выходить. По пути еще буду собирать грибы. А черники тут практически нету. Ну, можно сказать, и нету. Это не черника, это так. Это мало. И мелкие здесь совсем. Потихоньку так. Еще буду. Хотя бы пол кузова этого набрать. Достаточно. Вон там еще один белый гриб. Маховики. Хороший. Руки уже грязные у меня от этих грибов.
от черники синие от... Ой, прям капец. От черники синими становятся, от грибов грязные. Ладно, поковыряюсь еще тут. Так, ну что, ребят, с горем пополам еще набрал. Ну и все, наверное. Смотрите, целое ведро получилось. Вот здесь вот такой вот небольшой участок попало. И я здесь еще один комбайн набрал. Ну, 5 литров. Вот еще. Сейчас я это, как сказать, платком закрою. И пойдем. Хватит. Вполне достаточно. Сейчас по пути я еще буду собрать грибы. Попробую в онлайн режиме это все сделать. Прямой эфир включу и буду идти домой. А вам еще раз показываю, что 5-литровое ведро я набрал. Все. Это для заморозки и для сушки. Так. Если прямой эфир не получится выйти, то еще поснимаю. Если выйду в прямой эфир, то встретимся уже у реки. Вот так я закрыл платком по старинке. И в рюкзак так и поставлю. Конечно, лучше пластиковую посуду какую-нибудь с ручкой и с крышкой. Вот. Как бы квадратную, чтобы спине там удобнее было. Ведро она в рюкзаке не очень. Так вот и все выглядит. Вот и река. Я, короче, прямо в эфире заходил, там 40 минут. Прямо в эфире грибы собирал. Сейчас перейду на лодке. Тут 3 лодки вроде было. Николай перешел, и там еще вот. Все уже вернулись домой. Также лодкой вон туда перейду. Там другие грибники уже идут. Один приходит, другой уходит. Переверну лодку, глянем, что за дырище там. О, немножко заходит вода. Ну, это не критично, не страшно. Вот столько грибов, вот белые нашел, хорошие. Белые. Белые. Вот такие вот они. Красные. Ну, в общем, пол пакета. Вот здесь просвечивает. Пол пакета. Где-то килограмм 3, наверное, грибов тут. Ладно, переходим. Вот он. Даже представления не имею. Но это факт, что, наверное, знаете, подозрение на то, что у меня вот когда лежал он вон там на острове, там на бревне, может, на сучок так перевернули. Время от времени лодку брали. Как будто удар чем-то. Не знаю. Немножко вода заходит, но что поделаешь. Ладно, все, ребят. Давайте, ждите новые походы в лес, тайгу, будничная жизнь. Буду заканчивать. Такой поход получился. Поход отличный. Набрал черники, ягоды. Очень дарит нам дары природы. Вот так. Следующий поход может даже и на веловездеходе будет. Все, пошел я домой. Пока-пока.